эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Уголовное дело возбуждено по факту разлива топлива в селе Аргахтах. Ущерб оценивается в миллионы рублей. Напряженной остается эпидситуация в Якутии. Еще 57 новых случаев коронавируса за сутки. На радость жителям города житель Якутска посадил аллею берез в честь матери. Столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда на станции Купчинская в Петербурге. Что именно привело к аварии, сейчас выясняют. Составы задели друг друга по касательной. На кадрах МЧС России, снятых с дрона, видно, что 3 локомотива и порожний вагон лежат на поврежденных рельсах. В результате происшествия машинист одного из электровозов был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Сообщается также, что авария не повлияла на движение пассажирских поездов, которые на время устранения последствий направляются на резервный маршрут. Угрозы экологии нет. По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело. Ущерб от разлива нефтепродуктов в Среднеколымском районе составил более 4,5 миллионов рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело. Напомню, разлив 4700 килограммов нефтепродуктов произошел 21 июня на дизельной электростанции села Аргахтах компании «Сахаэнерго». Как выяснилось, 27 лет с 1993 года цистерну никто не обследовал ни снаружи, ни изнутри. В июне, по данным прокуратуры, работники дизельной электростанции провели лишь формальное обследование, не выявив никаких дефектов. Это, по данным прокурора, в конечном счете и привело к экологической аварии. Помимо уголовной ответственности, компания «Сахаэнерго» наказана в административном порядке. Выписаны штрафы на 210 тысяч рублей. Основанием для внесения прокурором представления также явились результаты проверки деятельности общества по организации работы с остальными резервуарами хранения нефтепродуктов. Установлено, что 23 резервуара, часть из которых 80-го, 91-го, 92-го года постройки, не обнесены сплошными несгораемыми стенами или земляными валами. Их наружное и внутреннее обследование повсеместно не проводится, либо проводится формально. В целом сумма ущерба, причиненная в результате разлива нефтепродуктов, составила свыше 4,5 миллионов рублей. В настоящее время организована работа по его взысканию. Ликвидация последствий разлива завершена в полном объеме 24 июня 2020 года. 19 лесных пожаров тушат на территории Якутии. Общая площадь, пройденная огнем, 1480 гектаров. За минувшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 3 пожара в Верхоянском, Татинском и Тампонском районах. Еще 5 удалось потушить в зоне контроля. Всего же в регионе действует 78 термоточек. Угрозы населению и объектам экономики нет. В тушении возгораний задействованы более 700 человек и 60 единиц техники. Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям столицы республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу. Землетрясение произошло на территории Булунского района. Толчки магнитудой 4,4 были отмечены в 4 километрах от села Таймылыр в 4:07 по якутскому времени. В результате сейсмособытия нарушений жизнедеятельности не зарегистрировано, сообщили в МЧС. 57 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за последние сутки. Больше всего заболевших в столице региона – 47 человек. Также новые случаи зафиксированы в Мирнинском, Хангаласском, Амгинском, Верхневилюйском, Горном и Мегино-Кангаласском районах. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. По словам заместителя руководителя регионального оперштаба Ольги Балабкиной, ситуацию удалось стабилизировать в промышленных районах Якутии и не допустить роста числа заболевших. Однако сейчас опасения вызывают отдаленные районы республики. К сожалению, в районы начало уходить, в том числе и в отдаленные населенные пункты, потому что даже подконтрольный приезд туда ребятишек, которые приезжают на лето, а также непосредственно сейчас в сельхозпору, соответственно, работников сельского хозяйства, дает возникновение новых таких вот очагов, в том числе и в дальних поселениях наших сельскохозяйственных районов.
Внутридомовые работы будут перенесены на более поздний срок из-за пандемии в Якутии. Глава региона Айсен Николаев провел совещание по вопросу реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Он отметил, что существует ряд объективных и субъективных трудностей при реализации этого проекта. Они связаны в первую очередь с несбалансированностью плана этого года и вопросами финансовой устойчивости региональной системы капремонта. Для этих целей в республиканском бюджете на этот год господдержка была увеличена до 500 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем показатель 2019 года. Также Айсен Николаев отметил, что к 2030 году необходимо полностью ликвидировать аварийное жилье в республике. Итоги уходящего месяца сегодня подведет глава республики Айсен Николаев в эфире телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха». Руководитель региона расскажет о планах по восстановлению экономики Якутии после пандемии коронавируса, о ситуации с лесными пожарами на севере республики, а также обсудит вопросы строительства и ремонта дорог. Начало программы на 2 телеканалах в 18:20 по местному времени. Повтор можно посмотреть в 21:00 на телеканале «Якутия-24». Очень четко об этом. Житель Якутска посадил аллею берез в честь матери. Деревья растут на радость жителям строительного округа уже 2-й год. Этим летом мужчина установил изгородь. Об озеленении двора по улице Якутской 2/15 Юлия Великодная. 64 березы украшают двор многоквартирного дома строительного округа. За свой счет и своими руками их посадил Сергей Хромов и посвятил аллею памяти своей мамы. Начал думать, как можно о маме оставить память, потому что, чтобы она была полезной и радовала людей. И начал с 2018 года, можно сказать, через пару месяцев, как мамы не стало, обратил внимание на вот этот палисадник, состоящий из 2 частей. Мама родилась 27 сентября, она была весы по знаку зодиака. И симметрия такая, что 2 половины на одной территории. Мужчина получил разрешение в округе на благоустройство придомовой территории. Чтобы добавить зелени во двор за свой счет, этот документ необходим. А вот деревья достались после запроса. Их привезли с места строительства линии электропередач. И вот на протяжении 2 лет, 2 раза в неделю, вернее, да, 2 раза в неделю, дождь, снег, мороз. У меня здесь есть кладовка в этом доме. Все строительные инструменты, спецодежда на любое время года. Долбил, мел, честно говоря, на карачках с топором, с ломом. Я вычищал все здесь, как плац в армии. Особого ухода деревья не требуют. Сергей признается, что после долгой засухи заказывал 2 водовозки для полива. Мужчина лично подметает прилегающую территорию и открыт к предложениям соседей. Как еще можно улучшить аллею? Полностью поддержу. Высаживайте цветы, предлагайте свои идеи. Я всегда рад людям, которые приходят с нестандартными, креативными мыслями, которые могут своими руками, своим талантом, знанием, опытом принести красоту, чтобы люди радовались. Не стесняться выражать свою любовь к близким и чтить память хорошими поступками. К этому призывает Сергей Хромов всех жителей республики. Юлия Великодная, Григорий Николаев, Якутск. Летом рука сама тянется к телефону запечатлеть себя на фоне красивого пейзажа или сочной зелени. Селфи на смартфон не требует денег и дополнительной подготовки, а кто-то обращается к услугам профессионалов, чтобы пополнить свое портфолио. Марина Крутихина поинтересовалась, почему люди любят фотографироваться. Так, хорошо, молодец, сейчас смотрю. Все ли Маш? Вот, кстати, прекрасно руку поставила и смотришь мимо меня вон туда. Вот туда. Вот сейчас цвет отлично. Как красиво встать, куда смотреть и повернуть голову. Модели подсказывает мирнинский фотограф Эдуард Ковальчук. Сегодня вместо студийных декораций – уличные пейзажи. Для летней фотосессии студия не обязательно, считает Эдуард. Вокруг и так красиво, даже в дождливую погоду. Можно воплотить в жизнь самые необычные образы. Все, что нужно – креативная идея, профессиональное оборудование и командная работа. Бывает, сам что-то родишь, бывает, что командой. Вот, кто-то где-то идею кинул, мы воплотили. Стилисты, визажисты, кутюрье. Вот так и стараемся. Фотосессия в среднем стоит от 1 до 5 тысяч рублей. Цена зависит от опыта мастера, количества образов, сложности и времени съемки. Для линчанина Никиты Зверева фотография не коммерческий проект, хобби. Еще в институте приобрел себе качественный фотоаппарат и с тех пор с ним не расстается. Летом его коллекция значительно увеличивается. Люблю фотографировать больше, конечно, людей, эмоции, друзей фотографировать. Ну и
природу люблю, конечно. У нас в Якутии много таких мест, которых можно сфотографировать. Порой даже жалею, когда под руками не хватает фотоаппарата. Качественное фото в 21 веке может сделать каждый. Достаточно иметь под рукой хороший смартфон. Ленчанки Влада и Татьяна фотографируются почти каждый день по дороге на работу. Трудятся на территории городского парка. Для красивого кадра подходит все, чем богата эта территория. Шишки, веточки и деревья. Век развития смартфона, все это можно делать самостоятельно на своем телефоне, сфотографировать, отредактировать все это и, конечно, выложить в Инстаграм, запостить. Тем более сейчас лето, такое время, где солнце, тепло и можно ловить очень много красивых кадров. Как видно, создать летний образ вы сможете и сами. Достаточно зеленой полянки и букета цветов. Если бюджета на профессиональную фотосессию не хватает, берем друга с хорошим смартфоном и отправляемся гулять. Главное – успеть оставить на память мгновения нашего короткого якутского лета. Марина Крутихина, Анатолий Гуськов, Роман Ларин. Телеканал «Алмазный край». Останки мамонта нашли жители Ямала в 25 километрах от села Сюях. Об обнаружении фрагментов скелета с мягкими тканями они сообщили ученым научного центра изучения Арктики. 23 июля археологи отправились в район вечной мерзлоты и нашли еще несколько костей. По предварительным данным, животное жило на Земле около 10 тысяч лет назад. Подробности у Анастасии Дмитриевой. 4. В селе Сюиха в Ямало-Ненецком автономном округе нашли останки хорошо сохранившегося взрослого мамонта. Скелет лежал в иле на дне озера. Местные жители выкопали часть черепа, нижнюю челюсть, несколько ребер, а также фрагмент конечности, на которой остались сухожилия. Выехавшим на место ученым удалось найти еще больше останков – более десятка ребер, фаланги и бедренную кость. Эксперты не исключили, что в иле лежит остальная часть скелета. На следующей неделе для ее извлечения используют специальную технику. Как рассказал старший научный сотрудник сектора истории и археологии научного центра изучения Арктики Андрей Гусев, на месте раскопок из грунта выступает часть массивной тазовой кости, извлечь которую участники экспедиции пока не смогли. К сожалению, оперативно все это извлечь целиком не удалось. Ну, для общего анализа, я думаю, материала собранного достаточно. Это позволит в перспективе установить возраст особи, ну, я имею в виду абсолютный возраст от наших дней. По предварительным оценкам мамонту около 10 тысяч лет. Замдиректора Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса Евгения Хозяинова рассказала, в чем главная ценность открытия. Скелет – это всегда ценная находка полная, потому что единые разрозненные кости практически не несут никакой информации. Здесь мы, во-первых, знаем точное местонахождение, происхождение этого мамонта, что это одна особь, то есть… Конечно, хотелось бы найти все оставшиеся части, уже понять, насколько целостна находка. И плюс еще всегда находки, если сохраняются еще мягкие ткани, тоже это такой полезный материал для исследования. В феврале ученые университета штата Нью-Йорк в Буффало высказали теорию исчезновения шерстистых мамонтов, обитавших на острове Врангеля в Арктике. Согласно результатам исследования, причиной стало генетическое вырождение. Ранее существовали две основные гипотезы вымирания гигантских животных. Это истребление охотниками и изменение климата на планете. На этом пока все. Оставайтесь с нами.